Руслан Иванович, Кушкарама Шарипов приехал. С представителями. Работает, платит по деньги. Вот так вы жили, да, все? Да. Это вот так жили, у вас фирма господина Иванова, у вас кто командовал? Вартак? Кто комендант? Когда деньги не дали, он пришел нам угрожать, что вы видите. Вам деньги не давали. Вот в этом условии современного России вы жили. Да. Вы строили много, значит, объектов, в том числе. 2 месяца работали, ни копейки не А как вот это светский вот человек, он заболел? Хотя не дают. Вот, не жалко его? Ну что это? Даже лампочки нет. А что это? И за это общага вы деньги тоже платят за общагу? Платите деньги? Да, они все равно снимают с нашей зарплаты. А кто берет такой комендант? Кто такой? Комендант здесь есть лица ответственные. Вовремя вам деньги дают? Нет. Сколько месяцев деньги не получают? 2 месяца. Третий месяц. Третий месяц идет, который мы... Вот вы объект сделали, сдали, другие деньги получили, правильно? Да. А вам почему не дают? Еще 3-4 месяца Обещают прошло. завтраками, кормят и все. А вот предыдущий в прошлом году еще на 5,5 миллионов. То есть Тоже не до дали сих пор никто. бегает, некий там Руслан с Дагестана приехал посредником. Не дали тоже. Вартак тут находится, куда непонятно, тут армянин. И спрашивают, они угрожают, что полицию звонит. И пистолет вытаскивали, да? Да, пистолет. А кто пистолет на вас вытащил? Один пришел, говорит, я замначальник. Ладно, Только вас на меня, поставил? я сказал, ты кто такой, что мы тебя не знаем, познакомим, говорит, иди сюда познакомимся. И Вот вы- все были. Ну это вообще кошмар. С оружием, и потом выгнали вас. Да. Ну. Вам деньги не дают. За это объект они получили деньги. Буквально месяц назад Вартак, Руслан Иванович, всех знают, они отдыхали в районе Анапы с своими семьями на ваши деньги. А заказчик принял, государство принял ваш объект. Да. Мы сами сдавали. Мы сами сдавали. Сдавали, но деньги У вас вот прораб был Олег. Олег. нам, и все. Олег какой там, как за фамилия, отчество? Петрович. Мамылига Олег Петрович. Молдаванин. А где он сейчас? Нет, он Нет, на трубки не звонки, будки идут, не отвечает. Почему? Завтраками кормят. Олег, да? А сколько стоит общежитие здесь? Они нам по сколько снимут, они не сказали. Просто вот этот прораб, который сейчас с ним разговаривал, это они между собой, как они делают, а потом они снимают с нашей зарплаты от общего объема. Допустим, наша бригада, там столько человек в одну комнату, из каждого человека у нас снимается за питание 200 рублей, как они сказали, и плюс за жилье. Ну, то есть вы не знаете, сколько вы за жилье Нет, за жилье мы не знаем. Потому что нам сказали, что вот выдается, Ну, как выделяется пришли, за жилье. За сутку 300 рублей сказали нам. 300 рублей в сутки вот за эти Да, условия? да. Так, ну вот смотри, ты жил в своем доме, приезжаешь сюда работать. Да. Можно ли сравнить условия там, в твоем доме, и то, что тебе здесь предлагают? То, что вот эти вот койки двухъярусные, там, вот маленькое помещение. Ну, как сказать, это, конечно, разница между моим жильем и здесь небо и земля. Вы сами смотрите. Просто жизнь заставляет человека прийти, так, что делать? Ну, а там Другого семья. выхода нет. Там семья. Там семья, конечно, надо их кормить. Сколько Надо. детей? У меня 7. 7 детей. Да. Откуда знаешь? Я в ваш офис тоже ходил. Почему? В прошлом году. С Рахимджоном? Вам деньги не платили? Да. У вас там 54 человека на 5 миллионов 600 тысяч. Условия душевые, посмотрим. Вот это та бригада, которая в прошлом году пострадала. А сейчас что здесь делаешь? Другая бригада? Да, уже другая. Другая компания? Да. С той компанией вы не работаете? Вот с господином Ивановым, где кинули людей, вы не работаете? Да. А это кто? Вагиф. А? Вагиф. Вагиф это комендант. Да, господин Вагиев. Вагиев. Что случилось? Что? Ты звонил, ты меня спрашивал. Что случилось? Говоришь, почему зашли в общежитие граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии? Тихо! Сумки забирают свои, сумки, которые здесь закрыты были еще 1,5 месяца, им не заплатили зарплату. Прекрасно ты об этом знаешь с господином Вартаном, что им должны были заплатить 73 граждане из Таджикистана, Узбекистана зарплату. Что говорит им? Ну подойди, не стесняйся, подойди сюда, подойди. Это комендант звонил. Меня сейчас работа с ним, почему туда зашли? Можно сейчас ходить, и Пойдем, условия пока сюда. душевые тоже можно увидеть. Ты расскажи, как здесь все было. Вот здесь мы работаем, там комендант, дед стоит, Так. армянин.
идешь, ключ спрашиваешь, заранее, это утром. Каждый бригад, знаешь, здесь 30 бригада, может 2 раза в неделю, 1 раз очередь будет. Ты там топишь, потом придешь, моешься. Да. Сломается, вместе закрывается тут, не можешь мыть. Вот здесь потом берешь воду на ведро. Вот Здесь даже вот не все работают, вот смотрите. берешь на воду вот отсюда. Вот крашка ничего не будет. Вот здесь моешься, и все. А деньги просят за душевую? Конечно, они все считаются. Вот, Они все потом высчитывают. потом считают, конечно, считают. Ya yakın da koyayım. Aga şartı yapmayalım yakında ona meş. Abi iyi de. Beş bahçe falan. Vai pulou peşan geri de ne dodam tu? Yine ne gibi? Baba şu bir pul bodak sev. Rustam şurada. Сколько надо будет, Чанкай? Нормальный сколько? Ramadan başı. Да, не. То, что они сделали, вам Да, покажут. да, да, пойдем. Там будет руководство. Подъедут они, да, сейчас? Ну, они там, в данный момент они так, они не хотят показаться. А, ну пойдем сходим. Все-таки сейчас пройдут с вами люди, покажут, поднимут то, что сделано. И скажут, вот эта сумма столько стоит, около 5-6 миллионов. Работа сделана, но не хотят платить. Пройдет, Здания, которые видны, мы каждый день пешком идем утром туда, вечером обратно. Да, да, да. И это еще... А полиция заходит к вам сюда, полиция? Мы будем полностью ломать свою работу. Будем отвечать за свою работу. То, что говорят. Что не принял, значит все. Мы снимаем свою работу. Пускай привезут, другие делают. Третий месяц они нам копейки деньги не дали, дома дети деньги не нашли. Вот результат. Так, а что на этом объекте происходит, как давно эта проблема? Объект является криминальным. Практически криминальным, потому что предыдущие годы, которые мы работали с руководством, были жалобы со стороны граждан. Не рассматривается заявление на уровень даже прокурора района. Не рассматривается. Практически нам стало известно в том, что сюда прибывают граждан по различным предлогам. Их сначала вербуют на территории Москвы, обещают им энное количество там зарплату. Последующий через месяц им говорят, вот задержка идет, и так месяцами, 2-3. Данный объект задолжал по тем заявлениям, которые к нам поступили, это порядка 10 миллионов. Значит, главным генподрядчиком является господин Иванов. Сегодня вот большая беда с Республикой Средней Азии. Верит, доверяет, потому что они богобоязные люди, они верят в Всевышнего. И в конечном итоге, смотрите, мы здесь вместе с вами решаем, потому что люди должны стучать были в дверях, значит, и посольства, и, соответственно, обойти, значит, Генеральную прокуратуру, в МВД. Ситуация, значит, неконтролируема на сегодняшний день. Если вопрос возник о подаче заявлений на рассмотрение на уровень МВД, это дело не будет рассматриваться. Значит, на данном объекте последний раз работали 78 граждан Таджикистана, и из них 23 были граждане, соответственно, Узбекистана. Больше половины, когда они находились здесь, среди ночи их вывезли и депортировали, часть из них находится в спецприемниках. Это один из задач, которые четко выполняет работодатель. А как вот, то есть, эта схема выстроена? Ему обещают здесь зарплата 40-50 тысяч рублей. Практически они не получают. Вы обратите внимание на те же места, где они проживают, общежитие. Им предлагают, значит, там комнату 6 человек, соответственно, туалеты, там душевой бывает. Ну, вы же видели своими глазами, что это на самом деле не происходит. В данный момент на объекте нет ни одного руководителя. Постоянная задача прорабу. Прораб там нанимается на месяца-полтора максимум. Потом это прораб снимается. Также снимается начальник участка. Граждане остаются без каких-либо документов. В основном, если даже у них патенты есть. Ну, смотрите, мы живем в нашем российском обществе, где сегодня 90% жилье, именно жилье в России, строится трудовые мигранты. Это хорошие специалисты. Они все приезжают сюда с надеждой. Последняя надежда это наша организация, которая создана Федерацией мигрантов СНГ, чтобы защищать их социальных права в первую очередь. Тот труд, довести до их посольства. Сегодня, смотри, включились, значит, Федерация мигрантов. Практически все республики бывшего Советского Союза, это СНГ. Это Молдова, это Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Армения. Даже Белоруссия есть, тоже прибывает сюда. Ну, основная масса украинцев. Ищем пути выхода из данного положения. Ну, это способом вынуждают уйти. Вот вы говорите, пришли ночью, увезли куда-то. Человек принимает решение на тот момент, когда уже чувствует, уже видит, что нет дальнейших шагов, что деньги будут возвращаться. Он же знает, обращаться куда-то либо бесполезно,
они уходят. Это деньги остаются. Остаются посредники, остаются те, которые, значит, создали подобную, значит, пирамиду так называемую. Но часть этих людей приходит, просит у нас, ну решайте, мне мама больна, ребенок там брошенный. Я в государстве каждый месяц платил приличные суммы, 4,5 тысячи рублей, 4,200 получил. Все заплачено было. И государство от них получило, и враги народа получили подрядчики. А что этого молодого парня? Что мы ему дали? Мы ничего не дали. А потом, говорит, у нас создается мнение, что отношение к мигрантам с каждым днем становится хуже. Куда мы идти? Воровать мы должны. Потому что он пойдет воровать или выполнять те же работы, которые участник, а обратно берет, платит за квартиру, платит за все остальное. Они отправляют максимум, что зарабатывают, 20%, 25%. Это порядка 5-7 тысяч рублей на родину. Я думаю, с сегодняшним нашим руководством тех стран доноров есть, вот если мы смотрим эту проблему, это 7-10 тысяч можно и на родину найти, но постоянно обслуживать, обеспечить их работу.